Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои милые, прошу за вас Всевышнего, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне и моему каналу. Еще раз огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Эпицентр событий. Что происходит в вашей жизни? Сделаем такую диагностику на вас и на вашу жизнь, на ваше окружение. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке, посмотрите на песочек, загадайте на себя и на свое окружение. Будем смотреть на ваши проблемки и на ваши обстоятельства. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вас как эпицентр событий. Ну а также посмотрим, что у вас в жизни происходит. Так, мои дорогие. Какое-то тяжелое бремя вы на себе несете, какая-то вот тяжесть на вас рухнула, и вы уже просто гнетесь под этой тяжестью. Как-то слишком много вы на себя всего завалили. Проблемы, дела, финансовая сторона жизни, любовная сторона, отношения. Как будто бы вы обязаны всем и вся, как будто весь мир с вас долги спрашивает, да, ну такое вот уже ощущение идет. Вы сами на себя это все накидали, вы сами впряглись в эту повозку, и теперь вам очень тяжело. Вы думали, что вы, ну как примером своим, да, покажете, что нужно не бояться работы, что нужно идти вперед, что нужно решать все проблемы, которые падают под ноги. И вы думали, что ваше окружение за вами последует, что вам на помощь придут и что вам будут помогать. Но почему-то сложилось все как-то наоборот, каким-то другим образом. Мало того, что вы впряглись, да, и взяли на себя больше, чем нужно, так еще и вам теперь периодически подкидывают, ссылаясь на то, ну ты же можешь, ну у тебя же получается, ты же лучше в этом разбираешься, да, вот ты же более опытная в этих делах. То есть, понимаете, здесь уже вместо того, чтобы помогать, еще на вас накидывают. Я вижу, что вам очень тяжело, и я вижу, что вы устали, я вижу, что у вас могут быть всякие блуждения, шатания по здоровью, вы можете чувствовать себя очень плохо, упадок сил, энергетика у нас вообще к нулю ушла. Здесь может быть, кстати, обострение даже на этой почве, да, на нервной почве, обострение каких-то хронических заболеваний, каких-то, может быть, генетических отклонений. Понимаете, вот вы прям можете себя ощущать просто разбитым, уставшим человеком. Я вижу, что вы очень много работаете, вы мало отдыхаете, и вы плюс ко всему еще очень много думаете, очень много мыслей, очень много страхов. В вашей голове просто какое-то нереальное количество вопросов, которые не дают вам расслабиться ни днем, ни ночью. То есть, упахавшись за день, вы ложитесь в кровать, и у вас начинается другая беда, бессонница. Постоянно какие-то мысли улезут в голову, какие-то страхи, сомнения, вопросы. И вы вот ворочаетесь, потом раз, и вот оно утро, да, зазвенел будильник, пора вставать, идти там, например, на работу. Здесь, ну, достаточно какая-то цикличность у вас идет, причем достаточно жесткая такая зациклированная ситуация. Это не новая ситуация, но она у вас как-то периодически повторяется. Почему периодически? Потому что вы куда-то вот отходите, отъезжаете, выезжаете, где-то вы черпаете энергию, где-то вы отдыхаете. Но эти моменты, они какие-то очень короткие, вот как-то быстро, да. Там 2 дня, у кого-то 2 недели, у кого-то там, ну, месяц максимум. И потом опять вы возвращаетесь в прежнее состояние. Здесь очень много надежд. Вы живете как будто бы надеждами, что вот-вот все случится, все сложится, и будет у меня прекрасное настроение, у меня будет счастливая жизнь, и я буду с тем, кого люблю, либо с теми, кого люблю, и все у нас будет замечательно. Эти надежды, да, они ваш допинг, они вас поддерживают, они дают вам оставаться на плаву. Но в то же время вы понимаете, чтобы это все осуществилось, вы должны вместе это все прорабатывать. Вы и те люди, о которых вы думаете, о которых вы мечтаете, с кем вы хотите разделить это счастье. А то получается наоборот. Вы все сама делаете, ну, извините, вы себя как будто бы гробите даже, да. А эти люди, они либо там сидят, что ох, там
печальке, в тоске, я такой несчастный бедный человек, я ничего не могу, я лучше там посижу, попью и там покурю, да, и в стенку посмотрю. Все равно я ничего не могу, да. Либо люди вообще беззаботные, которые думают, будь что будет, да, как-нибудь досложится, да, выживем, выплывем. Вы, конечно же, не такая, либо не такой, вы все любите держать под контролем. Даже если вы чего-то не знаете, вы вот лепешку разобьетесь, вы выучите, научитесь, и вы будете самым передовым специалистом в этой теме. Вам нужно себя разгрузить. Вот как хотите, вот что хотите делайте, но вам нужен отдых. Отдых, хороший, здоровый сон и прям-таки отключиться от этих проблем. Я бы рекомендовала вам поездку на природу, к морю, либо в лес, в горы, вот где вы себя ощущаете комфортно. У каждого человека своя зона комфорта, и каждый должен подбирать себе вот именно по состоянию. Также я рекомендую, если есть такая, конечно, возможность, я понимаю, что это очень дорого, но обратиться, например, к психотерапевту, чтобы выговориться, потому что вы, реально уже так много в себе всего накопили, что голова скоро взорвется. Извините, тут мозг просто воспален. Рекомендую я также вам принимать витамины для мозга. Да, тот же омегу-3 вам вообще не повредит. И если уж у вас вообще там стесненная ситуация, вы не можете, например, пойти к психологу на прием, потому что знаю, это какие-то вообще страшные денег стоит, то сходите в храм и исповедуйтесь. Вот поверьте, это очень похожая ситуация, очень похожий сеанс будет происходить. Прям исповедуйтесь. Также я знаю, что в интернете есть, я, по крайней мере, не видела, но я просто слышала, есть такие сайты, где люди могут друг друга выслушивать, да, как, рубаха парень там на несколько часов. Можете поискать. Вам нужно выговориться. Причем вам нужно выговориться человеку, которого вы не знаете, перед которым вы не чувствуете свою какую-то обязанность, либо вину, либо, обязательство какое-то вот есть, вас сковывает. Выговоритесь. Вам нужно выпускать этот пар. Иначе, еще раз говорю, вот такое впечатление, что у вас голова вот-вот взорвется. Вы уже просто на грани. Позвольте себе порелаксировать хотя бы денечек, хотя бы 12 часов хотя бы. Просто вот ни о чем не думать, ничего не делать, просто отдыхать. Это очень нужно и очень важно для вашего вообще не только тела, не только для мозга, но и для вашего здоровья и для вашего будущего. Знаете, я вижу, что в вашу жизнь Всевышний пошлет друга, хорошего, надежного друга, товарища, приятеля. Это может быть как новый человек по вот этой собачке. Смотрите, какая очень милая собачка, да? И она в центре, видите? И эта собачка, она защищает вас, вы вот здесь уже просто согнулись, а она защищает вас от всех неприятностей, которые в вашу жизнь идут. Либо это человек новый совершенно в вашей жизни будет, либо человек, который в вашей жизни был, но по разным причинам, либо обстоятельствам вас жизнь немножечко разделила. И теперь как будто бы вы опять с этим человеком сходитесь, встречаетесь, начинаете общаться. Этот человек, по этой верной, доброй собачке вам поможет, подскажет, защитит, какую-то, может быть, даст вам подсказочку, да, и какое-то время даст вам на передышку, на то, чтобы вы выдохнули и понимали, что вы не один, не одна, что можно немножечко передохнуть, расслабиться и зарядиться энергетикой. Мои милые, если это новый человек, то новый человек как-то неожиданно в вашей жизни возникнет и просто вот прям как-то очень быстро станет вашим... во-первых, станет с плечом к плечу к вам, во-вторых, как-то быстро вы с ним сойдетесь, либо с ней, и станете действительно близкими, настоящими друзьями. Если вы девушка свободная, то этот человек все-таки друг. Это не мужчина для жизни, для брака. Нет, у вас вот прежде идет как будто бы друг. Если честно, я вижу, что здесь есть человек, который думает о любви, у которого, например, с этим не ладится, но человек абсолютно одинокий, тут, как говорится, ни котенка, ни ребенка. И вы, мои дорогие, вините в судьбу, да, может быть, даже род свой за то, что вам ничего там по судьбе не приплыло, да, никакого, ни косого, ни кривого, ни рябого. Зря вините. Вы особенный человек. Вот кто дожил, например, до определенного возраста и при этом никогда не был в отношениях. Вы не вините судьбу, вы не вините себя, не вините свой род. Понимаете, что вы человек особенный, вы человек какого-то особого таланта, особого дара, врожденного дара. Вы, может быть, уже об этом догадываетесь, а может быть, вы свой талант еще не раскрыли. Вас высшие силы, вас Вселенная бережет. Бережет для определенных обстоятельств,
для определенного выхода вашему дару и для определенного человека. Ваш будущий супруг либо супруга идет как ваш страж, охранник, защитник, помощник, слуга, любимый человек, заботливый партнер. Понимаете, здесь именно идет ситуация этого толка. Если вы хоть с кем-нибудь другим, например, самым обычным человеком, заурядным, да, там, ну, там нравится вам кто-то, да, там сосед, коллега, там, однокурсник, да, если вы с этим человеком сойдетесь, то этот человек как медведь, он не поймет вашей тонкой души, он не поймет вашего предназначения, вашего призвания, он вас поломает вам психику, поломает вам восприятие не только других людей, но и себя. Поэтому вас оберегают и вас не пускают в отношения. Я даже больше скажу, вот, ну это даже и мой пример, и вот многие мои коллеги, с кем я общаюсь, дружу, знаю, вот у них тоже была похожая ситуация. Людей просто оберегали до определенного возраста, не давали ни отношений, ни семьи, ничего, да. И когда приходил нужный момент, вот появлялся нужный человек, и все складывалось каким-то очень сказочным, быстрым образом, и ты даже не успеваешь ни подумать, ни опомниться, а ты уже там, например, в браке. Вот. Так что не отчаивайтесь, не переживайте, все будет замечательно. Вам не нужно на это зацикливаться. Для тех, у кого любовь есть, но любовь у вас какая-то идет, ну, я не знаю, с минусом. Любовь, которая не приносит наслаждения и не приносит радости. То есть либо между вами есть барьеры, либо между вами есть расстояние, либо есть какие-то проблемы нерешенные, либо какой-то вот казус постоянно происходит. И есть кто-то, кто постоянно туда вот руки вашу любовь сует. Ну, иногда наглеет и даже ноги может засунуть. И вы не понимаете своего партнера, вы не понимаете, почему партнер так, ну скажем, флегматично реагирует на эту ситуацию, на эти обстоятельства. Я скажу вам такую вещь. Ваш партнер ждет сигнала от вас. Пока вы на вот этой волне феи, доброй феи, да, к вам будут лезть, да, к вам будут мешаться, вы понимаете, что ваш партнер вас ждет. То есть вопрос заключается в вас. Как только вы решитесь оставить семью, например, там, детей, взрослых, либо там, родителей, и, например, переехать к своему партнеру, у вас начнется совершенно другая жизнь. Все-таки вопрос даже не в проблемах и не в том, что вас разделяют. А вопрос именно в вас, в вашем решении. Готовы ли вы поменять свою жизнь? Готовы ли вы довериться тому человеку? И готовы ли вы начать свою жизнь заново с чистого листа? Особенно это касается зрелых девушек. Почему? Потому что, ну, понятно, что вы уже нажили какой-то опыт, вы нажили какой-то багаж. Даже если дети ваши выросли и живут своей жизнью, то все равно вы чувствуете себя ответственной, да? У вас есть свой дом, свой угол, да? Своя какая-то жизнь, которая уже сложилась. И да, может быть в ней пусто, и может быть в этой жизни вы чувствуете себя одиноким человеком, но в один момент это все поменять, отдать вы не готовы. Вот здесь загвоздка. В этом находится и загвоздка, в этом ответ. Как только вы решитесь вот прям закрыть глаза и вступить в неизвестность, вот жизнь ваша поменяется. И любовь будет, и счастье будет, и все будет. Так, еще я хочу сказать, ну это отдельно, я хочу обратиться к девушке. Девушка, женщина с темными волосами, с темными глазами. Вам очень сильно завидуют, и вам, скорее всего, что-то даже подкидывают, делают на вас. Мало того, это делает самый неожиданный человек, от которого вы вообще не ожидаете, самый близкий человек. Человек, который особенно старается вам в этом помочь, да? Разобраться с вашими проблемами, понять, почему вам так не везет, почему у вас неприятности случаются. И который особенно говорит, что, возможно, это там прочее. Вот это человек и делает. Вы этого человека за руку поймаете. Знаете, когда поймаете? Сейчас у нас, сейчас я скажу, на полную луну. На полную луну у вас будет разговор с этим человеком, потом вы попрощаетесь, а потом вы этого человека за руку поймаете. Вот так вот будет происходить событие. Человек прям уже себя полностью с потрошками и выдаст. И знаете, моя дорогая, когда вы это сделаете, вот эти все чары, вот эта вся неприятность, которую человек на вас насылал, автоматом на него перейдет, либо на нее. Ну, это женщина, да, на нее перейдет. Все,
все, ваша жизнь начнется с нового листа, обновление будет в вашей жизни, причем обновление очень такого, знаете, качественного толка, очень много благих каких-то посылок, подарков насобиралось у вас, и вы никак не могли их получить, потому что вы ходили в этой черной дымке, да, негатива, которая не пропускала к себе свет и положительные энергии. Как только вы этого человека, ну, эту женщину поймаете, сразу к вам придет благость, радость, и подарки, и хорошее настроение, и прекрасное здоровье. Все сразу придет, буквально вот на следующий день, в течение там суток, да, можно сказать. Так что, моя милая девушка, не знаю, как вас зовут, но я думаю, вы услышали. Подождите, скоро совсем решится ваш вопрос, и скоро вас ждет дверь в новую жизнь, да, она распахнется, и вы пойдете туда, где много света, где много добра и где много счастья. Вообще я желаю всем, чтобы ваша жизнь поменялась к лучшему, наполнилась и смыслом, и радостью, и светом, и чтобы все у вас сложилось самым лучшим образом. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.